100 лет назад, 10 июня 1918 года в Усть-Сысольске вышел первый выпуск первой газеты в Коми-крае «Зырянская жизнь». Это событие и является днем рождения Коми-печати. Сказать, что для Коми-края печатное слово стало в этот момент неким открытием, нельзя. Население уже до революции в основном было грамотным и читающим. Однако действовал провинциальный принцип: своя газета уезду не нужна, есть на то губернские газеты и журналы. Однако революция разбудила в окраинах национальную интеллигенцию. В ее среде появились запросы по изменению в области административно-территориального устройства страны, по созданию национальных территорий с присущими ей атрибутами, как местный орган власти и ее печатный ресурс. А не медвежий угол у нас был все-таки. Потому что, хотя первая газета появилась в 18 году, но уже, собственно говоря, с первой половины 19 века юридическая печать уже доходила до Усть-Сысольска. Вологодские губернские ведомости появились в 1938 году, они стали популярными в Усть-Сысольском уезде. И наши жители, земляки, не только читали эту газету, но и активно туда писали. Та же самая легенда о Ягморте появилась впервые в Вологодских губернских ведомостях. А в 1948 году ее отправил, напечатал Михаил Истомин, ижемский учитель. И с тех пор Ягморт стал одним из наших брендов. Сообщалось, что в газете «Зырянская жизнь» кроме новостей будет присутствовать литературная страница. В редколлегию вошли известные в городе энтузиасты строительства новой жизни, бывший священник, а ныне комиссар уездного исполкома Дмитрий Попов, начинающий писатель Виктор Савин, будущий ученый Василий Лыткин. А редактором был назначен мало кому тогда известный Дмитрий Степанович Попов. На тот момент ему был 21 год. Так кто же он был? Сын спившегося псаломщика, недоучившийся юрист. Случившаяся революция поставила крест на учебе в Пермском университете. Дмитрий возвращается в Усть-Сысольск и становится активным участником революционных преобразований. Течение обстоятельств вынудили его вернуться в Усть-Сысольск, и здесь ему предложили это возглавить Зырянскую жизнь. Он возглавил, хотя не был большевиком, был эсером. Однако любая революция пожирает своих героев. Новая власть уже очень скоро предъявила молодому редактору претензии. Не так пишет о власти, порочит. 11-й выпуск газеты был последним в карьере Дмитрия Попова. Он попадает в застенки ЧК. Заточение будет недолгим. Выйдя из него, он уйдет в Красную армию и будет руководить разными фронтовыми газетами. Одна из них называлась весьма необычно «Смерть польской буржуазии». В 1937 году ему вновь вспомнят старое и пойдут лагеря уже на годы. И все же звезда сироты Дмитрия Попова оказалась долгой. Он прошел лагеря, прошел войну и вернулся в Сыктывкар. Газета «Зырянская жизнь» имела судьбу тоже непростую. Любое историческое событие отражалось на журналистах и на облике газеты. Стремительно менялись ее названия и ее авторы. Одна политическая какая-то ситуация в стране, одно название, другая политическая ситуация, другое название. Название менялось 11 раз. А главный редактора там в первые годы, по-моему, за один только год 3 редактора сменилось. И в дальнейшем тоже. После Дмитрия Попова руководить газетой назначались врач Дмитрий Розанов, комиссар Дмитрий Попов, начинающий литератор Виктор Савин. И все это в течение 1 года. С приходом в Усть-Сысольск Красного штаба Пиннико-Печорского края газету в апреле 19 года переименовали
стала она называться «В Зырянском краю», а руководить ею был назначен 21-летний Федор Чумбаров-Лучинский. Но уже летом он оставит газету, продолжит воевать и погибнет возле Кронштадта. С названием «В Зырянском краю» газета выходила ровно 50 дней, а потом вернула свое прежнее название. Руководство газетой вновь перейдет к Виктору Савину. Вот что вспоминает о первых годах творчества Савина ученый Василий Лыткин. Свое первое стихотворение «Красный звон» Савин в зырянской жизни и опубликовал. Тогда же родился и его псевдоним Нёбденца Виттер. Ночь напролет мы 5-6 человек сидели у керосиновой лампы, обсуждали, спорили, слушали первое произведение Савина. Именно возле этой лампы и родилась коми-советская литература. В итоге газета была не только информатором и пропагандистом, но и стала родительницей коми-литературы. Товарищ, ты слышишь тревожный звон, зовущий к грядущей славе. Слышишь в нем голос, разбуженный свой. 1 января 21 года зырянскую жизнь переименовали в Вудж, труд. Перед страной стоит задача строительства новой жизни. Однако через полгода образовалась Коми-автономная область, а значит и газета меняет облик. Теперь она называется «Югыт-Туй» – «Светлый путь». Все время, за исключением литературных страниц, газета выходила на русском языке. Но с 24 года отдельные номера стали выходить и на коми, а в 28-м она полностью перешла на коми-язык. В связи с бурным развитием лесной промышленности газету в июне 30 года переименовали в «Эрлечич» – «Лесной рабочий». В эти годы начинается выпуск и других печатных изданий. Поэтому в 1935 году в Сыктывкаре строится дом печати. К нему примкнули помещения типографии. В марте 1955 года «Эрлечич» была объединена с газетой «За Новый Север», и новое издание получило новое название «Красное знамя». Выходила она на коми и русском языках с одинаковым текстом. Однако дубляж себя не оправдал, и уже через 1,5 года газету поделили на 2 издания – «Коми-колхозник» на коми-языке и «Красное знамя» на русском. В 1959 году «Коми-колхозник» возвращает и уже надолго свое давнее название – «Югыт-Туй». Это с 1969 года. Первый год моей работы в газете «Югыт-Туй». Тут весь коллектив. Коллектив был замечательный, очень интересный. Самое главное, что там в основном были бывшие фронтовики. Мы вместе пришли с Иваном Ильичем Белыхом и с Ольгой Жоровой. Со студенческой скамьи. Мы были, как говорится, детишки перед ними. Дышать боялись. Если по коридору идет Антонина Макаровна, ответственный секретарь, все, притихли. На 9 мая приходили с орденами, с медалями. Мы их очень боялись, но очень уважали. Они нас учили не только писать, жить, думать. Главными редакторами газеты к 70-му году побывало уже более десятка человек. Дольше всех этот пост сохранялся за замечательным журналистом и литературным исследователем, кандидатом филологических наук Геннадием Беляевым. Он руководил газетой с 79 по 89 годы. Он был уникальный человек. А коми-язык он знал в совершенстве. Вот напишешь, хоть, вроде бы все нормально. Нет, найдет куда придраться. Вот Беляева я вспоминаю очень часто. Очень часто к нам приходил и
наставлял, учил. Ну, хороший учитель. Еще помню, когда-то пришло письмо по почте, и статья была, не скажу у какого журналиста, и прямо вырезка, и красной пастой отмечены все неточности, все ошибки прямо орфографические. Геннадий Васильевич решил таким образом, если сам не смог прийти, то он отправил по почте. Насчет языка был очень строгим Геннадий Васильевич был. Я заканчивал в Москве аспирантуру. Мог твою статью переделать или вообще выкинуть, если не готова она или не так подготовлена. Или слово не туда, не так поставлено. Я, как молодой специалист, когда сюда пришел, все старались мне в какой-то степени помочь. Всегда, хоть и правили, всегда говорили, что не стоит на такие вещи обижаться. Все-таки, когда мы сюда пришли работать, нас точно так же правили, и каждый через это проходит. Именно Геннадий Беляев стал крестным отцом будущего редактора газеты Александра Ульянова, пригласив на работу в газету. Беляев с подковыркой все время говорил. Ну вот ты, коми человек, вырос в Усть-Коломском районе, сам Усть-Коломский, а работаешь в «Красном знамени», в русскоязычной газете. Так русскоязычных журналистов легче можно найти, говорит он. Ну, убеждал, говорил, как-то мне вроде неудобно стало перед Беляевым. Почитаемый человек, журналист, литератор, критик. Ну вот, пришел в 80-м году в газету «Юготуй», тогда называлась, «Светлый путь». Любая национальная периодика всегда несет дополнительные задачи. Не просто информирует и развлекает, но и становится средством по развитию и сохранению местного языка. Раньше много было русских слов. Если полистаешь подшивки, то сразу можно увидеть, что язык был такой. Только ясы прибавляли множественное число. А так очень много было русскоязычных слов. Но часто меньше, конечно. Я и сейчас, честно говоря, переживаю, когда неправильно говорят по радио или по телевидению, по коме. Очень переживаю. Прямо давление поднимается. Я честно скажу перед всем миром, что надо бы подучиться коми-языку нашим специалистам. Надо. И в основном мне не нравится то, что вот явно видно, что они перевели кальку с русского языка. Слово в слово. Коми люди не так мыслят, не так выражают свои эмоции. Это меня очень-очень волнует. В газете мы каждое слово вычитываем, каждое слово. Если в телевидении можно сказать, и к этому уже больше не вернуться, то в газету можно перечитать по нескольку раз одну и ту же статью. Обязательно увидят ошибку. Потому что если все гладко, нам никто не звонит, никто не приходит, ничего не сообщает. А если допустишь какую-то ошибку, не то слово напечатает, допустим, сразу же звонят. Читатель сразу звонит и говорит: вот там вы ошиблись. Если сказать просто, прямо, то очень много просто ошибок. Грамматических, стилистических, как их угодно. Не кроме русские газеты, и самую главную газету, даже российскую газету. Уму нет постижения, как это можно допускать такие ошибки. Еще одно неожиданное свойство присуще российской прессе, выходящей на национальном языке, в том числе и коми-газетам. Журналисты таких изданий всегда обходили стороной желто-скандальные темы, не основанные на конкретных фактах. Не совсем понятный принцип в современных рыночных реалиях. Я вот сразу могу сказать, что мы не пишем на какие-то криминальные темы, не уподобляемся желтой прессе. То есть мы пишем именно нашему читателю. Негатива в жизни и так хватает, а мы стараемся нести позитивное и доброе читателю. Газета, наверное, остается преданной все-таки традиционным принципам настоящей такой журналистики.
Мы не уходили в желтизну, мы работали на читателя. Все-таки у нас основной читатель – это сельский житель. Соответственно, большинство материалов у нас адресовано селу. Село – это колыбель национальной культуры, языка, традиций. Соответственно, наша газета в большей степени посвящена именно этой тематике. Когда я бываю в своей деревне, они говорят, что газета еще много лет выходила. Мы выписывали уже 30 лет и будем еще лет 30 читать. Происшедшие перемены в стране, связанные с перестройкой, были настолько радикальными, что это вновь отразилось на названии газеты. Она получила нейтральное, аполитичное и, судя по всему, уже постоянное название «Комиму» – «Земля Коми». Стоит сказать, что это название тоже имеет давнюю историю. С 24 по 29 годы в республике издавался ежемесячный краеведческий журнал «Комиму». Краеведческий журнал, где печатался крен, где печаталась латинизация, история, находки подземелья хода Сухана в 1924 году. То есть там вот такие интересные вещи печатались. Я его как-то с удовольствием прочитал за несколько лет, все эти подшивки. Он как журнал, как книжка была. В 90-е годы были времена такие очень бурные, я бы сказал. Вот тогда я был главным редактором. И мы решили тоже название менять. И многие газеты меняли тогда название. Это как бы болезнь была. Это плохо или хорошо, но менять надо. Мы ведь обращались к читателям. Много названий было. Предлагали читателей, в том числе «Комиму». «Югутуй», конечно, неплохое название газет. «Светлый путь» зовет к чему-то там высокому, чистому. А «Комиму» – это ближе как-то. Любой читатель любого региона нашу газету посмотреть. О, это Коми, земля Коми, республика Коми. Она как-то указывала географически даже. В феврале 2004 года решением правительства Республики Коми образован холдинг «Государственное учреждение Комиму», куда вошли газеты «Комиму Йолага», журналы «Бикинь», «Чушканзы» и «Воевгоджу». Пришли к мысли, что надо объединяться, может, с деньгами легче будет и с тиражами. Вот и в 2003 году решили создать холдинг «Комиму». Таких не было в финно-угорском пространстве. В газете сформировался сильный творческий состав. Мастерство многих сотрудников издания отмечено почетными грамотами, дипломами, званиями, победами в творческих конкурсах. О людях нравится писать, о каких-то интересных мероприятиях, событиях. Но всегда же интересный человек. Вокруг него все и вертится. Например, человек попал в какую-то ситуацию сложную. И вот нравится мне изучать вот эту ситуацию с его слов, каких-то других участников, которые привлечены в эту историю, ситуацию. В 2008 году коллектив соавторов газеты соискал премию правительства Республики Коми в области журналистики. Тема культуры, честно говоря, наверное, не моя, это у Кати Макаровой. Мне сейчас больше приходится писать национальную тематику. Ну и, конечно, гимназия искусств, поскольку у нас там еще и молодые журналисты есть. Я просто, наверное, даю им понять, смогут ли они выбрать журналистскую профессию. Менялись названия издания, менялись учредители и статус, но газета неизменно жила жизнью своих читателей. Однако время интернета может радикально изменить не только содержание, но и свойства газеты. У нас тоже сайт есть, и группы тоже и работают, но тем не менее газету-то читают. Печатное издание все равно всегда будет востребовано. Хочется поддержать бумажный вариант, вдохнуть этот запах типографской краски. Есть такие люди, и таких много. И я думаю, что и в дальнейшем они будут. Газета в печатной форме, да, она, мне кажется, она более живая.
Соответственно, и читатель это ценит. Газета сыграла большую роль в просвещении коми-народа, внесла и вносит огромный вклад в сохранение и развитие его языка и литературы, культуры, традиций и обычаев. Если всю жизнь проработал в газете, хочется, чтобы она жила долго и была интересной, любимой читателям. Журналистам побольше интересных героев, побольше интересных тем. Чтобы тираж держался, чтобы люди читали Комимо, искали, говорили о нем в газете. Вот такое пожелание. Все годы своего существования Комиму стремилась широко освещать процессы, происходящие в обществе, и всегда была активным участником всех исторических событий. 10 июня 2018 года в газете Комиму, а значит и всей коми-печати, исполняется ровно 100 лет.